We know about sardine, mackerel, bully beef, chicken foot, chicken neck, chicken back. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы приготовить фруктовый рождественский ямайский пирог и традиционный напиток из соррела. Постараемся сделать все максимально аутентично, приближенно к оригинальному рецепту. Поехали! Что нам нужно сделать сначала? Сначала мы должны приготовить основу фруктовую: чернослив, изюм, вишня, фрукты в сахаре или цукаты. Все это дело мы будем блендерить. Но чернослив мы будем резать вручную. Нам важно почувствовать структуру самого чернослива. Сложного ничего нет, нам нужно произвольно мелко порубить чернослив. Вообще нужно отметить, что принято заготавливать эту смесь из фруктов заранее, чтобы они успели впитать в себя алкоголь, с которым мы, собственно, сейчас и будем блендерить. Все верно? Все верно, но поскольку мы находимся на территории Российской Федерации, а не Ямайки, здесь большинство продуктов впитали в себя алкоголь еще на процессе производства. Вот, поэтому я думаю, что понадеемся на это, да. Никаких проблем с алкоголем у нас не будет. Используем вот такой вот блендер для того, чтобы измельчить оставшиеся фрукты. Также будем использовать алкоголь. Один из основных ингредиентов – ямайское вино Red Label. Это известный напиток, появился он еще в 70-х годах. Он достаточно экономичный, сладкий, насыщенный, имеет ярко-красный цвет и прочно ассоциируется с дансхолл культурой. Мы, конечно же, постарались найти какой-то аналог. Мы взяли красное сладкое вино. Пока здесь у нас 100 мл. Но вообще рекомендуется добавлять его на вкус, да, то есть это может быть и большее количество, и чуть меньшее. Наливаем Red Label. Вино настолько популярное, что в этом сезоне оно даже кончилось в ямайских магазинах в канун Рождества, так все яростно кинулись готовить этот фруктовый пирог. Туда также идет 50 мл фруктового вина, мы взяли итальянское вишневое вино, выливаем. И, конечно же, белый ром. Куда без него в любом ямайском рецепте. И будем погружать туда ягоды. Добавляем наш нарезанный чернослив туда же. Далее мы добавляем изюм. 400 грамм изюма. Изюм — это сушеный виноград. И у нас, и на Ямайке, тут никаких сюрпризов. Теперь, когда мы все сблендерили, мы дадим этому еще настояться, да, пока займемся. Все верно, все верно. Убираем все это дело подальше. На втором этапе нам необходимо смешать сливочное масло с сахарным тростником. Масло у нас из Вологды, вологодское. Всем известно, что супер качественное и вкусное. Думаю, она тоже добавит своих ноток. Масло. Всыпаем сахар. Практически 1 к 1 масло с сахаром. Все, наш крем готов. Он достиг однородной консистенции. Следующий этап — это приготовление взбитых яиц с цедрой лимона. Профессионально разбил яйца одно от другой. Берем терку и лимон и натираем цедру прямо в яйца. По своему опыту скажу, когда я сталкивался с тем, как кушают ямайцы, первое, что я отметил для себя, это слово «много». Когда мне приходилось кормить ямайца, да, там была такая порция, которой можно накормить строительную бригаду, на самом деле, целую. Мы закончили взбивать яйца, и нам нужно их будет добавить в наш крем. Яйца с цедрой у нас смешались со сливочным маслом, получился такой пышный крем. Следующий этап — это добавление нашего фруктового микса в этот крем. Я, опять же, как хороший ассистент, помогаю Артему и берусь это все смешивать круговыми движениями и внутрь.
А я в это время просею муку. 2 стакана муки и чайную ложку мускатного ореха и смеси перцев. Все это дело просеиваем. Сейчас нам понадобится добавить браунинг соус в смесь крема и фруктов. Я заготовила его заранее. Вообще у ямайцев у каждого дома есть уже готовый браунинг соус. Он используется для кулинарии. Представляет собой просто сахарный сироп из тростникового сахара. И такой вот темный насыщенный цвет получается как раз за счет того, что сахар у нас тростниковый. Все вместе соединим. Если наш торт будет недостаточно черный, то мы должны добавить еще соуса. Видимо, мы будем добавлять еще соуса также определенно. По-ямайски уже прямо из бутылки. Артем, не стесняйся. Как уже говорил Артем, да, в ямайской кухне всего должно быть много. Видимо, карамели нам здесь тоже понадобится много. Нам остается добавить муку, добавляем разрыхлитель и добавляем ванилин. Все это перемешаем. Муку мы будем добавлять в несколько этапов, потому что мы будем смешивать вручную, чтобы у нас тесто не закомковалось. Мы добавим треть и начнем перемешивать. Ну, ты можешь мне высыпать оставшуюся муку. Ну, Да. Два Дело этапа. всегда найдется помощнику. И хорошенько перемешиваем. Да, и добавляем третью часть. Добавляем всю муку уже. Финально. Итак, пока Артем продолжает все это тщательно перемешивать, я подготовлю противень, в котором мы будем запекать наш торт. Сейчас я помогаю Артему выкладывать тесто, он такое тяжелое. Наш тортик получился красивый, мне он уже очень нравится, я прям влюблена. Теперь нам необходимо отправить наш торт на 1,5 часа в духовку при температуре 180 градусов. Мы добавим туда водяную баню. You know about sardine, mackerel, bully beef, chicken foot, chicken neck, chicken back. Nothing I waste, nothing I dash way. Ну что, а пока наш торт находится в печке, мы приготовим традиционный ямайский напиток из сорела. Сорел – это растение, розель гибискус, или по-простому, по-нашему, каркаде. На Ямайке это растение называют сорелом и делают из него традиционный рождественский напиток. Артем промывает наш сорел, будем его называть сегодня так, все-таки у нас ямайская кухня в эфире. Его мы подготовили, теперь нам нужно подготовить имбирь. Имбиря у нас достаточно много. Используем крупную терку. Воду нам нужно довести до кипения и добавить туда имбирь. Также туда отправляются палочки корицы и смесь душистого перца различного с базиликом. Все это мы туда отправляем и варим 5 минут. Идет, да, аромат от имбиря очень пряный. Наш имбирь варится уже 5 минут. Теперь нам нужно добавить туда сорел и варить еще 3 минуты. Мы будем варить это 3 минуты и дадим немножко настояться. В оригинальном рецепте настаивать эту смесь воды, сорела и пряностей нужно 2 дня. Ну что, 3 минуты наш напиток кипит. Сейчас нам нужно его процедить. Нам нужно избавиться от всего мусора, от всего этого имбиря и, собственно, от листьев сорела и получить чистую красную водичку. Отвар. Ну что, теперь дело за малым. Добавляем сахар, Добавляем вино. опять же Red Label, ямайское вино. Оно идет и в сорел, и в пирог. 3, получается, поварешечки по 70 грамм. Нормально тут вина, да. И буквально крышечку белого рома. Крышечку. Ну что, наш напиток остыл. Сейчас мы добавим пару кубиков льда. Подается напиток из сорела холодным. Он должен быть, да, охлажденным обязательно. Ну что ж, буду пробовать. Артем, с твоего позволения, первый. Вау, на самом деле очень интересный вкус. Он
И очень имбирный, Артем, попробуй скорее. Очень прям чувствуются специи, но при этом освежающий и прохлаждающий напиток. You know about sardine, mackerel, bully beef, chicken foot, chicken neck, chicken back. Nothing a waste, nothing a dash way. Ну что, 1,5 часа прошло, наш рождественский пирог готов. Стал у нас таким темноватым. Сейчас остается его сверху сбрызнуть немножко, подпропитать. Да, сбрызгиваем мы его смесью алкоголя, опять же, фруктовое вино и вино Red Label. Глоточек сорла для успеха. Придется пешком домой идти. Теперь нам нужно снять форму. Ну и, конечно, попробовать. Наш пирог освобожден. Так, мы удаляем нашу бумагу. Видно, что он полностью, да, у нас пропекся за счет сахара, приобрел вот этот вот цвет такой темный, и остается его только нарезать и попробовать. Торт сейчас у нас находится в таком состоянии, ну, он только приготовлен, поэтому пока он горячий, не полностью структурирован. Ему нужно дать немножко остыть, полежать, и только тогда он приобретет свою вот эту вот настоящую такую плотную форму. Тёма, это просто офигенно. Я даже не знаю, как передать. Это реально очень вкусный торт. Итак, наш рождественский фруктовый торт и рождественский традиционный напиток из сорела готовы. Спасибо за это огромное Артему. Что скажешь? В северных краях на Рождество приготовить ямайский пирог, приготовить традиционный ямайский напиток. Это очень круто. Я был рад принять в этом участие. И от себя еще хотелось бы, конечно, пожелать вам настоящего крепкого ямайского здоровья. Ну и не унывать. С наступившим!